Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов. Моя коллега Евгения Зиновьева пригласила в нашу студию руководителя управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марину Петрову. С гостей обсудили, какую оценку Минфин страны выставил тем субъектам, в которых в этом году проходил эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход, а также когда в Чувашии начнется тестирование нового налогового режима. Много ли у нас фрилансеров, тех, кто сдает в аренду жилье, репетиторов, таксистов, которые добровольно зарегистрировались в качестве самозанятых, не дожидаясь вступления в силу требований закона, и кто помогает сотрудникам налоговой вывести из тени тех, у кого помимо легального заработка есть еще и неофициальный. У нас есть неравнодушные жители нашей республики, которые нам сообщают о тех фактах, что они знают, что, например, у соседа есть домработница, которая приходит ежедневно, там или иные виды услуг оказывает, и мы реагируем на все эти факты. Какие налоговые новшества ожидают физических лиц в следующем году? Легко ли было собрать за 10 месяцев года 43 миллиарда рублей налогов с небольшой Чувашии? Если мы будем говорить в разрезе бюджетов, то федеральный бюджет мы собрали 16 миллиардов рублей. Здесь у нас рост составил 12%. В республиканский бюджет мы собрали 23 миллиарда рублей. Рост составил у нас здесь 103%. Вы вот все примеры, которые приводите, все с ростом, ваши специалисты вообще домой не уходят? На самом деле мы работаем практически, можно сказать, в круглосуточном режиме, тогда, когда мы видим, что на самом деле объем работы неимоверно велик. О предприятиях-должниках республики и их дальнейшей судьбе. О бизнесменах, которые привыкли работать по серым схемам, но им мешают налоговики. Интервью об этом и не только с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Чувашии Мариной Петровой смотрите сегодня в региональном эфире канала «Россия-24» в 21 час.